Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» и я ее ведущая Ольга Уланова. Участок на берегу озера или реки – мечта многих покупателей дачи коттеджей. Однако, приобретая землю в водоохранной зоне, надо помнить, что прибрежные территории защищены законом. А значит, к ним будет повышенное внимание и общественности, и надзорных органов. В водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов управлением проведено в этом году 16 проверок, по результатам которых вынесено 9 постановлений по статье 7.1 Кодекса административных правонарушений «Самовольное занятие земельного участка или использование земельных участков без правоустанавливающих документов на землю». Кроме того, выдано 9 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Представители общественности отмечают, что застраиваемых прибрежных территорий с каждым днем все больше. Это и Финский залив, и Ладожское озеро, и многочисленные реки и озера Ленинградской области. Стоимость земли здесь весьма высока. Однако и ее инвестиционная привлекательность немалая. Одна из проблем, которые отмечают специалисты, это перекрытие владельцами прибрежных участков свободных доступов к водоемам. Эскалация берегозахватов и лесозахватов, она только растет, ну, не буду говорить геометрической, но в арифметической прогрессии совершенно точно. А вот случаев успешного, победоносного вмешательства контрольных и надзорных органов, честно говоря, я знаю единицы. По словам общественников, лишь немногие дела были доведены до суда. А вот сносов незаконных построек и вовсе не было. В лучшем случае сносились заборы, причем местными жителями. Что касается сносов капитальных сооружений, что касается сносов домов, которые, конечно, граждане сами произвести не могут, эти судебные решения висят по-прежнему. Между тем, официальная статистика звучит более оптимистично. В 2012 году количество направленных исковых заявлений о сносе самовольных построек, именно в водоохранных зонах, 36. Количество снесенных построек в 2012 году 38. 2013 год. Количество направленных исковых заявлений 60. Количество снесенных построек 25. Остальные еще на исполнении находятся. В текущем году уже предъявлены 16 исковых заявлений, которые находятся на рассмотрении. Так что судебные решения все-таки исполняются. Хотя по ряду причин происходит это довольно долго. Связано, во-первых, с предоставлением отсрочек исполнения суда. Потому что любой снос капитального строения, он требует и времени, он требует и материальных затрат. Кроме того, есть нюансы, связанные с механизмом исполнения решений. Но главное, граждане имеют право на защиту своих прав. А значит, могут оспорить решение в суде. Надо отметить, что строить в прибрежной зоне можно, правда, не нарушая закона. В частности, прежде чем приступить к возведению объекта, стоит ознакомиться с 65-й статьей Водного кодекса, где подробно описаны категории территорий и возможная на них хозяйственная деятельность. Строительство, оно в принципе не запрещено. Запрещается строительство, размещение определенных объектов, ведение определенной деятельности на той или иной территории, которая определяется расстоянием до уреза воды. Это значит, что построить, например, дачу на берегу можно, но перекрыть доступ граждан к водоему собственник не имеет права. То есть никаких заборов, тянущихся аж по акватории или иных ограничений, быть не должно. А вот ширина прибрежной полосы, где свободно могут гулять жители или туристы, бывает разная. Так, в некоторых местах вдоль Финского залива она достигает 300 метров. Вы смотрели «Тему недели». С вами была Ольга Уланова.